Перерезание ленточки как последний штрих к открытию парка. Под гул аплодисментов собравшихся дети с неудержимым воодушевлением тут же разбегаются по новой достопримечательности города. Взрослые же с нескрываемым интересом и праздничным настроением оценивают дизайн и особенности зоны отдыха. Красиво, дети очень рады, здесь так интересно. Дети с удовольствием, я думаю, будут ходить сюда, отдыхать. Я думаю, это очень нужное. Площадь Алания, соседствующая с новым архитектурным украшением города, заметно преображается с каждым днем. Лучшие танцевальные коллективы, горцы и горянки в национальных костюмах не позволяют ни на секунду утихнуть праздничному настроению. Автор и защитник проекта в Минстрой России Хади Гойгова. Ее детище было одобрено на всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» в номинации «Малый город» с численностью населения 10 тысяч человек. И нам выделили грант 30 миллионов рублей. Администрация города софинансировала часть денег для реализации парка. В итоге мы на общую смертную стоимость 85 миллионов рублей реализовали здесь парк. Общая площадь парка 6,92 гектара. Весь комплекс мероприятий, который способствует полноценному отдыху, досугу для горожан, мне кажется, на этой территории будет у нас. Пожелания жителей стали определяющим фактором при выборе места размещения и дизайна парка. Мне хотелось, чтобы вот люди, которые к нам приезжают, мы сами мы знали и чувствовали, что это именно наше. Вот, попробовали использовать орнамент в тротуарных покрытиях, проявить его в озеленении и в малых архитектурных формах. Мы тут реализовали мероприятия по цифровизации городского хозяйства. Есть такое направление. Город Магаз включен в пилотный проект. И мы здесь в рамках этой программы здесь обеспечили круглосуточное видеонаблюдение этой зоны, бесплатный доступ к сетям Wi-Fi, энергоэффективное освещение здесь. К слову о национальном и родном. Национальный орнамент часто упоминался в летописях истории Ингушетии, не раз встречался в произведениях ингушских классиков. И сегодня на площади около 7 гектаров он возродился в необычайных масштабах. Архитектурное чудо и достопримечательность древнейшего города сегодня может стать ярким примером для остальных муниципалитетов, подчеркивает Зарема Аздоева. Уход и забота за парковой зоной от местных жителей здесь играет не последнюю роль. Благоустройство городской среды – это неплохой, замечательный проект, но он никакой, если в нем нет участия самих жителей. Так как именно этот проект создан именно для нас, для жителей нашей страны. Участие жителей необходимо. На сегодняшний день у нас благоустраивается 48 территорий. Почему я говорю благоустраиваться? Потому что не все муниципалитеты еще сдали в эксплуатацию свои объекты. Конечно, нам нужны общественные пространства, нам нужны красивые вот такие парки. Они нам просто необходимы. Это, во-первых, воспитание нашего будущего. Наши дети должны знать, что они могут выйти и просто спокойно погулять по парку. Наши старики должны иметь место, где они могут просто посидеть и пообщаться. Пока в окружении Деда Мороза и Снегурочки ее ровесники веселятся, Амина Даурбекова направляется прямо к игровой площадке. Она и раньше проводила здесь часы в ожидании открытия парка. Я живу в Магасе, и я буду гулять здесь. Мне очень здесь нравится. Выражая свои чувства восхищения, местные жители, видя запоминающиеся преображения в зимнее время, уверены, летом множество водоемов и кафе на территории парка, как и инновационные проекты умного города, станут визитной карточкой не только в Ингушетии, но и всего Северного Кавказа. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Даскиев. Новости 24.